В эфире программа «Актуальное интервью» в студии Дарья Короленкова. Здравствуйте. Молодежное крыло Общероссийского народного фронта «Народная команда», которая делает добрые дела по всей стране, также оказывает помощь жителям новых регионов и военнослужащим. Молодые люди из разных субъектов Российской Федерации меняют жизнь вокруг себя в лучшую сторону, не дожидаясь помощи со стороны. О гуманитарной миссии молодежки в Якутии мы сегодня поговорим. Наш гость в студии Руслан Скрябин, активист молодежки Народного фронта в республике. Руслан Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите для начала, когда вы подключились в работу самой молодежки Народного фронта и как это произошло, с чего это начиналось именно у нас в республике? В команду молодежки я вступил в начале мая прошлого года. Скоро будет год, как я состою в команде. Произошло так, что друг позвал в команду, я втянулся в это и так и остался. А вот с чем это связано? Какая мотивация была? Почему? Я хотел узнать что-то новое. Помощь людям оказалась интересна в нашем регионе, нуждающимся. При том, что для вас самое важное участие — это деятельность Народного фронта, да, что вас вообще всего самое привлекает? Я знаю, что у вас есть несколько направлений. Вы работаете по всем направлениям: спортивным, благотворительным. Можно про это рассказать? Больше всего, конечно же, привлекает помощь семьям СВО. Получается, люди, которым оставляют заявки, они... Оставляют заявки, я так понимаю, вы собираете это потом все и отправляете? Да. А что вас еще больше всего привлекает, помимо тем, что вы собираете гуманитарную помощь, что-то еще, может быть? Обучаем молодое поколение патриотизму, проводим для них различные мероприятия, такие как «Стоп кровь», тактическая медицина и организация других мероприятий, посвященных праздничным дням. Вы со своей группой недавно приехали из поездки на новой территории России, в ДНР, ЛНР, да? Какая миссия была у вас на этот раз и чем вы там вообще занимались? За какой период, может быть? Сама гуманитарная миссия длилась 2 недели суммарно. Основная работа, конечно же, была в также адресной помощи и основных местах точки работы, такие как монастыри, храмы. Вся работа была проведена на них, но все же адресная помощь также подавляла. А сколько у вас всего было в группе? Что увезли, привезли? Что конкретно помогали? Чем? В группе у нас было 12 человек. В основном возили гуманитарную помощь, такую как еду, воду. Воды в регионе категорически не хватает. Вы в первый раз выезжали туда, да? С кем вы там познакомились, с кем общались? Как вообще обычно проходят встречи? Познакомились с главами Ростовской области, с организаторами, которые проводят все подобные мероприятия. Также пообщались с мирным населением. Обычно встречи проходят в официальном формате. Все. А сколько у вас там было субъектов регионов со всей России? Я так понимаю, было очень много, да? Да, 5 регионов было. 5 регионов. Это сколько у вас в общем? У нас было итого 25 человек. С каких районов, регионов? С кем успели познакомиться? Все не успею, конечно, назвать, не смогу, но ребята были из Севастополя, из Оренбургской области, из Республики Татарстан и, конечно же, Якутия. Я так понимаю, это активисты тоже Народного фронта, Да, субъектов. Да. Чем вообще живет молодежь на этих территориях? Можно рассказать, да? Вы рассказали, что вы познакомились с местными жителями. Как они вообще, что общего у вас с ними? Что вас всех объединяет, может быть? И местных тоже молодежи? На самом деле с молодежью мы общались довольно плотно. То есть они сами хотят помогать населению, то есть они сами в этом живут, они понимают, что происходит, и они хотят помочь людям, которые сами себе не могут. Они вступают в команды, они становятся активистами, они занимаются благотворительностью.
А какая основная вот задача там у них стоит? Что больше всего, что важнее всего нужно делать, имеется в виду? Восстанавливать, конечно же, поврежденные здания и в целом инфраструктуру регионов. Мгм. И вот активисты этим и занимаются. Да. Мгм. Вообще теперь давайте поговорим о том, чем вот активисты молодежки занимаются у нас в республике, да? Какие задачи решаете, чем живете? На самом деле задач очень много. Начать, конечно же, стоит с гуманитарной помощи. Всю гуманитарную помощь нужно собрать, загрузить, отсортировать. Всем этим занимается команда молодежки Народного фронта. Также все та же адресная помощь у нас в регионе, организация мероприятий, патриотическое воспитание и стоп-кровь. Мгм. Адресная помощь — это чаще всего кто обращается, с какими проблемами обращается? Чаще всего обращаются семьи, чьи отцы ушли на СВО. В доме не хватает рук, тогда мы приходим на помощь. Мгм. Чаще всего вот какие вот проблемы вот сталкиваются с местные жители? Местные жители новых регионов. Нет, в нашем. Мгм. Ну, конечно же, основная проблема — это холод. И наколоть дрова всегда, понимаете, нужно. Мгм. Я знаю, что в нашем регионе, если кто-то хочет озвучить свою проблему, да, он может обратиться в офис Народного фронта с официальным письмом. Мгм. И, наверное, вот свою вот проблему озвучить, и вы, конечно же, наверное, этим помогаете. Да. Человек подает заявку, Мгм. мы ее рассматриваем и в скором времени принимаем. А вот как часто вот заявки вот в день приходят, какая у вас загруженность у нас вот в городе? Конкретно только про Якутск. На самом деле большая загруженность. М. Заявки приходят из ближайших городов, таких как Покровск, были заявки. В Мархе были заявки. Обычно по 2-3 заявки в день приходят. А сколько у вас всего в команде? Всего в команде нас 15 человек. Мгм. А вот, например, вот как вот вы ищете, кому помочь, да, вот это чаще вот к вам обращаются или вот вы такие вот активные, вот смотрите, вот если увидели какую-то проблему у нас в городе, то обязательно вот тоже хотите как-то сплотиться, может быть, или одинаково? Скорее, нам заявки чаще подают, конечно же. Но если мы увидим что-то, мы обратимся в администрацию и постараемся помочь с этой проблемой лично. Мгм. А вот как вот к своей деятельности привлекаете молодежь, да, какие ребята вам ближе, кто они, вот ваши соратники, так сказать? Да, соратники. Такие же сверстники, те, кто хочет помогать. Активисты, волонтеры, такие же, как все мы. Я знаю, вы проводите разговор о важном, да, в колледжах со студентами, Да. со школьниками. Вот куда уже успели сходить, как часто вы это делаете, такую просветительскую деятельность, так сказать? Обычно это происходит 1-2 раза в месяц. Всегда это новые учебные заведения. Мгм. А какая обратная связь, может быть, есть? Что рассказывают? Обратной связи. Некоторые приходят в команду. Мгм. Некоторые ребята из тех учебных заведений, что мы уже посетили, приходят к нам в команду. Мгм. А как вот они к вам обращаются, да, вот с какими просьбами, какой вот интерес, вот на каком уровне? Они понимают, чем мы занимаемся, и хотят также помогать людям. А сколько всего вопросов задают, например? Может быть, я знаю, что вы не только собираете гуманитарную помощь, вы, наверное, с какой-то презентацией приходите, рассказываете о вашей деятельности, вот, и насколько вот актуально, что вот ребята хотят входить в такие общества, да, волонтерские, вот, в том числе и у вас. М, На самом деле, знаете, Мгм. а, Ну, большой интерес, наверное. ну, да, в целом сказать да. Очень большой интерес у молодежи возникает. Они загораются этим, они хотят этим заниматься, они понимают, чем мы занимаемся, и они решают вступать в команду для помощи нуждающимся. А что вот нужно, чтобы вступить в команду вашу? По большей части, конечно же, желание. Мгм. И, наверное, вот открытость какая-то, коммуникация, да, все-таки с людьми надо общаться. Знаете, не всегда. Ага. Самое главное — желание помогать людям, Мгм. способность и возможность делать это.
Ну и хочется отметить, что это же все-таки добровольческая деятельность на таких вот благотворительных началах. Да. Мгм. А вот какие вот интересные, может быть, мероприятия еще вы устраиваете? Я знаю, что вы устраиваете концерты, да, благотворительные, о том, что по сбору средств, например, помощи медучреждениям, да, вот последнее, где вы принимали участие, расскажите, пожалуйста. Последний, где мы принимали участие, это был благотворительный концерт Мгм. в честь юбилея Великой Отечественной войны. Мгм. А, Вы там сплоченно обычно собираетесь, приходите, поддерживаете Да, ветеранов? да. Организация, конечно же, концертов этих самых. Также организация мероприятий, такие как мероприятия на 9 мая. а, Мгм. На Новый год также организовывали мероприятия. Мгм. А планируете что? Какие планы у вас на ближайшее вот время? 9 мая вот как раз-таки, да, наступит у нас. На самом деле планов очень много. Мгм. Это все так же агитирование в новых учебных заведениях, сбор гуманитарной помощи, выездные поездки республикой, Мгм. также м, обычная работа в регионе. Мгм. А вот с гуманитаркой, да, возвращаясь, вы ездите в новые регионы несколько раз, да? Как часто это происходит? Но обычно это происходит 2 раза в год. 2 раза в год вас Да, отправляют группой, и вот вы там поддержку оказываете. да. Мгм. Вот какие вот у вашей группы еще на ближайшее время планы на год? Расскажем немножко, да? Я знаю, что вот близится еще День семьи, 1 июня. Вы, наверное, что-то будете придумывать, с какими-то организациями работать, наверное, да? Пока не могу сказать, с какими организациями, конечно же, мы будем работать, но также в наших планах а, оформление в целом праздника, а, договора Мгм. с теми, кто будет их Мгм. обеспечивать. Мгм. И, и в целом все. А расскажите напоследок, вот патриотическое воспитание, насколько важно сейчас молодежи, вот, так сказать, э, популяризировать именно вот в этом формате? Насколько важно и стоит ли? На самом деле это очень важно. А, Молодежь должна знать, должна помнить, кем она является, где они находятся. Ну и быть сплоченнее, наверное. Да, конечно же, все это очень важно. Руслан Сергеевич, спасибо, что сегодня к нам пришли. Надеюсь, после нашей встречи как можно больше активистов, молодежи к нам еще больше будут приходить, и к вам в том числе будут вступать. И хочется отметить, что не только Народный фронт, но и другие волонтерские организации у нас есть в Якутске, с которыми вы также, наверное, и работаете совместно. Поэтому спасибо. Спасибо. Я напомню, это была программа «Актуальное интервью». До встречи в эфире.